Другое неофициальное название Искира – Кашылык, что означает «город на крутом берегу». Основан он в 1495 году Беком Маметом. Сегодня от некогда могущественной столицы Сибирского ханства остался небольшой островок посередине Иртыша, длиной в 300, шириной около 15 метров. Год от года река вымывает берега. Ученые говорят, сегодня необходимо срочно провести берегоукрепительные работы на данном памятнике федерального значения. То, что там жили сибирские татары, это огромная коллекция и знаменского, и пигнати, и то, в том числе и то, что я нашел. Да, все, это, безусловно, это город, это большой город был. Притом само городище Искыр – это ханская крепость, это часть этого города. Город огромный. Его еще никто не трогал. Возродить Искир взялась общественная организация «Наследие», для чего ему отвели 1,5 гектара земли в Тобольском районе. Вскоре здесь начнут строить историко-мемориальный комплекс, в котором будет медресе, мечеть, музей и ханская ставка. Значение Искира очень велико и для местного сибирско-татарского населения, но и в целом для русского и для всего российского населения. К сожалению, Искир незаслуженно не попал, опять же, во многие областные программы, которые существуют в настоящее время по развитию туризма на территории Тюменской области. Но будем надеяться, что в будущем это положение изменится, и данный памятник займет достойное место среди объектов туристского показа. Фарида Дергалева приезжает на Искир 6-й год подряд. Встречается здесь со своими друзьями, знакомыми и гостями из других городов России. Искир – это, конечно, связано с нашими предками. Искир связан. И это бабушка моя, она умерла 93 года прожила. И вот она рассказывала, что в этих местах захоронены наши старые предки. И вот я живу-то, родилась в той деревне, где именно Хан Ауыл называется, где ханы жили. И вот Хан Ауыл по-русски это арапские юрты. Очень интересуется, так как многие не знают вообще, где находится Искир, честно говоря. А в последнее время мы начали их приобщать, рассказывать, и они очень интересуются и приезжают. Как видите, здесь много молодежи, которые именно помощников. Они оставляют свои дела, всю учебу и просто едут сюда на Искир, чтобы помочь, увидеть и живут этим духом. Жизнь этого городища оборвалась в 16 веке, но до сих пор генетическая память не дает забыть потомкам о древней родной земле. Диана Халилова, Юрий Зеленин, Вести, регион Тюмень.